Действия в условиях чрезвычайного положения. Александр, вам слово. Спасибо, Вера, спасибо нашим зрителям и слушателям, что пришли. У меня мало времени, как всегда, я пройдусь по пунктам, потом это все будет опубликовано на сайте geostrategy.info. Но в чрезвычайном положении, что это такое? Это особый правовой режим, он не может превышать, значит, его введение на 30 суток, может быть продлено до 60 суток. Но это все можно прочитать, в общем-то, в законе, и это de jure, это то, что это закон. Но мы знаем, что все практические решения в Беларуси принимает один человек, это господин Лукашенко, узурпатор Лукашенко, и как он ведет чрезвычайное положение, что он под ним понимает, какие меры он, значит, ведет, зависит только от него. Ну, когда он их ведет, для этого могут быть разные триггеры. Ну, например, КГБ или другие силовые структуры доложат ему об очередном гроте, который замышляется про него, и что-то подозрительным ему показалось, может быть, это вспышки будут какого-то параноидального страха за свою жизнь и так далее. Ну, что делать в случае введения чрезвычайного положения? Что может оппозиция, что может сопротивление в случае принятия, введения режима чрезвычайного положения? Ну, основываясь на литературе, которую я просматривал, прорабатывал, в общем-то, ответ такой очень жесткий. Ответом на введение чрезвычайного положения при таких ситуациях, как в Беларуси, к чему-то, это просто то, что, на основании многочисленных примеров. Это начало партизанской борьбы, партизанской войны фактически в Беларуси. То есть людям запрещено все фактически, так, у них как политический субъект народ больше не существует. И в этом существовании народ хочет продолжать существовать как политический субъект, ему не остается никакого выбора. Какие могут быть шаги начать вот эту вот партизанскую войну? Но в литературе приводятся следующие примеры. Первым шагом оппозиция уходит в подполье и перегруппируется в общество. Малые автономные децентрализованные ячейки по несколько человек. Далее, второй шаг – это создание надежных логистических ячеек всем необходимыми ресурсами. И третьим шагом является обычно, это после того, как вот это вот создано, пункт А и Б, начинаются многочисленные, неожиданные, малые, но болезненные для режима точечные акции. В случае о применении кинетической энергии. Да, я говорю именно об этом. Так советую, так примеры практически все вот в этой ситуации, что происходит, это применение кинетической энергии. Я уже говорил, наверное, что, значит, в 2020 году вот протесты в Беларуси, насилие в отношении протестов в Беларуси были очень, насилие со стороны правящего режима было очень высоким. В 16% случаев против ненасильственных протестов были применены силовые подразделения. По этому показателю Беларусь вышла на первое место в мире в 2020 году. Ну, то есть из самого начала стояла проблема, стоял вопрос защиты участников демонстрации, то есть защита своей жизни, своего здоровья и так далее. Но мы помним, что национальный лидер Светлана Тихановская с самого начала, значит, был призыв категорически воздержаться от применения кинетической силы в смысле защитить себя. То есть человек не может себя защитить. Вот его бьют тогда, а он защитить себя не может, не имеет права, так сказать. Да? Так сказать. Но почему так произошло? Ну, дело в том, что это вот один из таких леволиберальных мифов цветной революции. Ну, согласно вот этим неолиберальным вот такие революции. Это огромные массы людей выходят на улицы и на площади, движутся во дворцу, люди скандируют лозунги, не выходят честных выборов. И в какой-то момент диктатор или узурпатор, он
воспринимает, значит, принимает вот этот глаз народа и покорно слагает с себя полномочия, посыпает голову, значит, пеплом и уходит из власти. Да, вот это было в таких революциях, ну, например, в Тунисе, но не в Белоруссии. Мы знаем, что даже что в Белоруссии фактически даже высокие американские чиновники наконец называют своими именами действия узурпатора, бандит и преступник. Значит, это как вести себя, когда нападает на вас бандит и преступник? Наверное, надо каким-то образом защищаться от этого. В общем-то, способ как-то охранить себя от того, чтобы тебя не бросили в тюрьму, не изнасиловали, для того, чтобы сохранить здоровье, свободу, жизнь. Означает ли это, что необходимо в какие-то моменты революции радикализация? Говорит, что радикализация, вот такая радикализация, во многих случаях уменьшает количество жертв террора со стороны силовиков. Ну, то есть, вот когда силовики, когда вот каратели знают, что они получат отпор, что они могут получить отпор, кинетический отпор, сильный отпор, иногда отпор, несовместимый с жизнью, они подумают много раз, очень много раз перед тем, как творить террор. Это очень важно сказать прямо и открыто. Дальше. Если диктаторы вводят чрезвычайное положение, то они по призыву на службу, на военную службу молодых мужчин. Но это не только для того, чтобы было у диктатора больше людей контролировать улицы, площади, патрулировать и так далее. Это также для того, чтобы контролировать вот эту когорту молодых людей, которые энергичны, которые могут дать отпор, которые могут пройти против диктатора. Так вот, вторым очень важным в Беларуси, если произойдет, значит, введение чрезвычайного положения, это привлечь на свою сторону вот этих вот молодых людей, дать им возможность быть в революции и работать на революцию. У меня есть еще, значит, материал по военному положению, об этом будет говорить Дмитрий Щегельский, но я бы хотел перед тем, как Дмитрий вот возьмет моментов о военном положении. Вот Лукашенко много говорил, что он не может дождаться вот того момента, когда вот наступит военное положение, будет введено военное положение. Что означает введение военного положения вот на примере Украины? В условиях жестче, чем чрезвычайное положение, можно проводить такие акции, как, например, обычно делают вот власти такие акции, как запрет на соцсети и интернет, изъятие транспорта и так далее. То есть я не сомневаюсь, что если чрезвычайное военное положение будет введено, то режим Лукашенко и диктатор воспользуются этим для обогащения, для извлечения дополнительных финансовых средств для того, чтобы финансировать вот продолжающий террор против граждан. Спасибо. Спасибо большое.